Всем доброго утра. Жизнь прекрасна в лесной избе. Когда на улице хорошая погода, а погода сегодня просто замечательная, вышло солнышко, правда дует ветерок, и синоптики были правы, оказывается, что весна все-таки наступила. Градусов 5 тепла. На солнце датчик нагрелся даже до 12 градусов. В избушке 30, без 15. Сейчас с полчасика где-то, наверное, проснулся от холода уже, потому что спал раздетый. Печка потухла, стало прохладно, некомфортно. И как бы проснулся, раскочегарил печку, поставил сковородку. Завтрак грею. На завтрак у нас сегодня будет жареная картошка. Рыбка жареная осталась, плотва тогда не доел. И полбашки. И, наверное, еще пожарю яйца, возможно. А может и нет. Да ладно, я наемся, наверное, потом яйца пожарим на костре. Вот. Начинается новый день. Что у нас по плану? По плану у нас дождаться вечера и вечерком пойти тряхануть сетки. Может быть, переставим пару сеток, потому что с такой температурой воздуха и с таким ветром и с таким солнцем по-любому сегодня озеро будет больше открытым, примерно метров на 5 как минимум, а то и 10. То есть часть озера у нас откроется. И там есть свои плюсы, но есть, конечно, и свои минусы. С каждым днем, с каждым часом даже уходит вот это золотое время, когда, я уже говорил вам, открывается часть озера, а все озеро еще стоит. То есть утка садится именно в зоне выстрела от шалаша. Потом, когда уже озеро откроется больше, редко будут изредка подплывать к чучелам. Изредка садится возле шалаша к чучелам. А основная масса это будут садиться дальше, ко льду туда, что уже далеко. Ну и ладно, все равно без добычи мы не останемся. Потом зато свои плюсы тоже есть. Это будут места более такие лучшие для сеток. Ну, если резкая жара, то бывает за 2-3 дня лед на озере полностью сходит. Потом уже там свои плюсы тоже есть. В таком случае мы на лодках сможем на лодке проплыть в конец озера и все-таки попробовать поохотиться там, где стоит наша палатка Алтай. В прошлый год у нас там охоты не получилось. Она простояла. И потом мы собрали ее и убрали. В этом году, походу, повторяется та же самая ситуация. Вот такие вот пироги. Давайте посмотрим погоду. Какая у нас прекрасная погода в лесу. 11 градусов у нас за бортом. Что-то мне немножко не верится. Так вот, завтрак туриста у нас. Остатки былой роскоши. Вот это я уже понимаю, весна. Вот там наша красота. Наши ути. Сушатся, подсохнут. И лучше будут щипать. А, у нас же еще вон. У нас сегодня еще малосолка есть. Вот такая вот малосолочка у нас сегодня, щучка будет. Вот все вот это уже похоже на весеннюю погоду. Вот такой вот должна быть весновка. Пусть ветерок, но солнышко, тепло. Тает снег, тает лед. Утка летит. Вот если бы такая погода была у нас в начале мая, как оно обычно и бывает, все было бы просто на высшем уровне. То есть утка, она подлетела уже, утка уже летела, и потом заморозки, бац-бац, и все остановилось на 2 недели. И 2 недели у нас, получалось, пропали просто так впустую.
В это время обычно мы уже выезжаем с Весновки и начинаем заниматься хозяйскими делами в деревне. То есть готовиться к посадке картофеля. Уже стоят продольники у нас, вода большая. А вчера у меня был рейс. Я вам скажу, вода летний уровень. Аккуратно надо смотреть, где ничего. Это при том, что вода уже начала вчера прибывать. То есть она прибыла сантиметров 30. То есть на той неделе вода была еще намного меньше. Это летний уровень. Чтобы после ледохода была вода летний уровень, я говорю, только припомню 1994 год. Тогда точно было так же. Тогда река Печора открылась, пошла 12 апреля, а потом наступили холода. И все это замерзло, и вода упала. Сейчас вот тоже год на год не приходится, каждый раз все по-разному. Вот. Все здорово, все здорово. Был бы еще Ромка или Володя хотя бы, было бы вообще круто. А так, ну, не то чтобы скучно, здесь, если честно, скучать некогда. Делов я вот сейчас, вот сколько получается, часиков 5-6 поспал. Делов, если честно, очень-очень много. Это привез с собой работу перебрать сетки. Ну, может быть, получится куда-нибудь на разливах закинуть. Там, когда выедем уже на Печоре на разливах. Почистить оружие надо. Опять же, работа на ютубе. Это скинуть отснятый материал. Смонтировать видео. Это где-то часа 2-3 опять на это уйдет. Ну, как говорится, по этой причине вот просто так лежать. Мне даже в этом году привез телевизор, даже телевизор включать некогда. Вот. Ну что, давай, наверное, сегодня разведем костерок и будем завтракать на природе, если погода хорошая уже, да? Конечно. Дыму хапнул. Ну теперь-то, друзья, думаю, не будет у меня вопросов. То есть у вас вопросов ко мне. Почему я не охочусь там на Печоре, по ручьям, туда-сюда. Потому что там нет такой романтики, как здесь. Смотрите, вон, избушечка, костер. Подогретая, приготовленная еда на костре с дымком. Ну, вот такая вот атмосфера. Вот я не знаю, мне кажется, такой другой нет нигде. Можно же, конечно, я понимаю, разжечь костер на берегу Печоры. Но там такие ветра. Тут все-таки вот вроде бы и ветер, да, сегодня. Но вокруг стоит тайга, и ветер не продувает. Здесь мы сидим практически вон. Я в шортах, ну, свитерок одел, потому что, чтобы не продуло. И давайте же маханем, друзья, за эту красоту. Ну, я так думаю, грех. Грех не выпить. Тут, я не знаю, выпил бы даже, наверное, не пьющий. Даже те, которые пишут фигню всякую в комментариях насчет того, что алкаш не алкаш. А вы в курсе, что это вообще не спиртной напиток? Торнадо Макс. Рыбацкий напиток, охотничий. Тут как в рекламе в рекламе пива-то по телевизору. Пиво налевка 0 градусов. Да какой нормальный мужик пьет пиво налевка? Это потому что нельзя рекламировать напитки с градусом. Вот и рекламируют налевочку. У меня здесь 0%. Это просто рыбацкий напиток. От него не пьянеешь, от него становится просто хорошо. Так что не стесняйтесь. Это ваше, это наше. Будьте здоровы, будьте добрее, будьте проще. И все у вас получится. За Весновку мы все-таки дождались погоды. За охоту, за рыбалку. Рыбалка есть, вон, смотрите, вот, солененькая. Никакой не хе там, ничего. Просто вчера подсолил, сегодня помыл, порезал. Вчера, ну да, или позавчера уже. Позавчера. Да, вчера мы работали, это было позавчера. Вот я уже в днях начал путаться. А это тут тоже жареная рыбка, жареная картошечка и яичница на костре. Присаживайтесь, всем приятного аппетита с Весновкой.
Сегодня даже слышно, вот чайки проснулись. А журавлиный крик вот тогда мы с Ромой услышали. Все, больше я не слышал. Видать, журавли прилетели, посмотрели, что-то им не понравилось и улетели. Потому что если бы они остались здесь гнездиться, я так думаю, по-любому их бы было слышно. Ну что, почавкаем. Прикольно читать у некоторых зрителей, я не скажу, это подписчики, потому что мои друзья такого бы точно не написали. Ты вот чавкаешь за столом, тудым-сюдым. Вот на Дзене хорошо. Там могут комментировать, то есть можно поставить галочку, чтобы комментировали только подписчики. А на Ютубе такого нет. И вот всякие говномесы пишут всякую хрень, блин. Мне-то пофиг ровно, блин, то, что пишут, не пишут. Настоящие друзья пишут мне, не обращайте типа на них внимания. Все такое. Я не, конечно, не обращаю. Написали комментарий, да может вам легче от этого стало. То, что вы там написали про меня что-то плохое, или там упрекнули, или еще что-нибудь. Тогда это даже к лучшему. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не какало. Сейчас соленую рыбку попробуем. Рыбу. Вот многие вот, не знаю, щуку не едят в соленом виде, просольном. Но это зря. Это, кстати, очень и очень вкусно тоже. Здесь бы в идеале, конечно, был бы бокальчик пенного. Ну ладно. Все холода, холода. Будет тепло, будет жара. Достанем и пенный. Всему свое время. Как-то вот так и живем. Тут, по большому счету, сама охота получается, ну, раньше часов 10-12 сидели, когда утка шла хорошо. То есть часиков 6 вечером уже заходили, часиков 5-6 выходили уже обратно. Сейчас, судя по перелету, утка летит часа 2. Это, грубо говоря, с 11 до часу, вот так вот среднее время. Хотя сегодня можно пойти пораньше, потому что на улице потеплело, возможно, будет летать как латочерник. Простор сегодня откроется, озеро есть. Я не знаю, почему щука не нравится. Многие считают ее сорной рыбой. Может быть, просто у нас щука другая? Да. Это очень вкусно. Что в жареном виде, что в соленом. В соленом даже лучше. Мелкие кости не чувствуются. Если в жареном они как иголки, то здесь можно их не убирать. Они залетают только путь. У меня Ромка всех больше любит хариуса и щуку в малосольном виде. Ромка сейчас гуляет в Ухте. Отдыхает, так сказать. Так что Рома, Полина, Руслан, всем привет. С лесной избы. Кто-то отдыхает так, как вы, а кто-то отдыхает так, как я. И не знаю, чей отдых лучше. Я так думаю, если бы вы приехали всей компанией сюда, и мы бы вот так же разожгли костер, включили бы колонку, попели бы песен. Нам с тобой голубых небес навес. Красота здесь. А что город? Город — это каменные трущобы, это асфальт, это шум.
Это городской запах, это, ну, не знаю кому как, но город это 100% не мое. Вот мне бы сказали, да, бесплатно дам квартиру в Москве, живи. Я бы отказался, честное слово. Я бы еще и денег дал, чтобы этого не делать. Дайте мне лучше вот избушечку в лесу, и это здорово. А что Москва? Был я в Москве это в 2010 году, в 2005 году. Ездили в отпуск. 10 дней, и я просто начинаю сходить с ума, потому что не могу. 2-3 дня это можно еще за встречу, тудым-сюдым, а потом это все надоедает. Ну, зоопарк сходили, там деток сводили, ну, по музеям сходили, ну, это культурная программа, все такое. Но это все не то. Нет вот того, что здесь есть. Я не знаю, слышно ли вам крики чаек вот здесь на озере Аручайки. Мне бы из бухты той с чайками улететь. Нет. Кто бы что ни говорил, здесь просто шикардос. Ветер поменялся. Юго-запад подул, наверное. Даже ближе к южному. Сегодня, если озеро откроется, скажем так, вся утка будет идти к льдинам. А когда озеро откроется так, тоже хреново. Отсидишь утрянку, ну, ночь, утром идешь вдоль озера. А это уходит пару часов, наверное, потому что озеро километра 2 длиной. И куда унесло твою утку, хрен его знает. Бывает, приходишь, а там одни перышки уже. Вороны успели раньше. А выбегать с шалаша, чтобы доставать каждую утку, это 15-20 минут. Достать лодку, прыгнуть, сплавать за ней. За это время утка бывает налетает, шугается и ничего не получается. Вот. Как-то вот так. Так и жили-были. Ну давайте еще помаленьке и посмотрим сейчас. О! Мохнатый шмель. Все просыпается, шмель проснулся. На душистый хмель. Цапля серая в камышах. Во, настроение. Вот много ли человеку надо для счастья? Это чтобы просто устаканилась погода. Потому что с хорошей погодой просыпается все. Наступила хорошая погода, появились утки, начали летать утки. По-любому, с хорошей погодой сейчас шевельнется рыбка. И все-таки мечта поймать карасика, конечно. На этом озере живут караси, но то ли из-за холода, то ли из-за плохой погоды они почему-то еще не начали гулять. А будет тепло, будет солнце, будет хорошая погода, у них активируется, и я так думаю, хотя бы на пару жарех мы поймаем это дело. Ладно, поднимаем бокалы за нашу прекрасную жизнь. Жизнь одна, и прожить ее надо счастливо. А вот это все, это и есть, наверное, счастье. По крайней мере для меня, не знаю для кого как. Кому-то может счастье иметь мешок денег там, или дворцы в золоте. Это не счастье. Вот это вот счастье, это природа. Потому что мы, люди, это тоже часть природы. И мы здесь в своей стихии будем. Где наша рыбка? Где наша рыбка? А наша рыбка плавает в воде. Вещи собраны. К ночевке готов. Взял с собой еще пару сеток, добавлю. Поставил такую вот дымовуху. Запах дыма, я так думаю, будет отпугивать диких зверей. Медведя в основном. Я так думаю, если медведь дружит с головой,
то он не должен подойти к избушке, потому что везде вот по всему бору идет дым от печки, от костра. Ну а если не дружит, так что теперь? Вот. Ну и пошли. Взял с собой ведро. 4 чучела еще взял. Добавим. Место появилось. В общем, пойдем глянем наше озеро. Оно по-любому уже, наверное, отошло ото льда частично. И дай бог, чтобы у нас все получилось. Погнали. До завтра. Прощальных слов не говори. Так, что у нас с ручейком сегодня? Где-то после обеда отчетливо стало слышно журчание ручья. Плюсовая температура растопила немало снега, немало льда на болотах, в лесу. И все это теперь стекает в этот ручей. Вот тут прохладненько. Ну, немножечко прибавился уровень воды. Еще 2 бревна оттаяло. Ну, дай бог, чтобы это ничего не уплыло. За все лето это все утрамбуется. И мост на следующий год уже будет готов. Не надо будет делать. Но если большой поток будет и лед там снутри оттает, бревна может унести. И все надо будет делать по новой. Здесь снега тоже стало заметно поменьше. И самое, что как бы не то чтобы пугает, а вот если вот когда здесь весь снег растает, тяжело будет нашему урагану тащить. Тяжелые сани и все такое. Так что, когда будем выезжать, через пару дней возможно, ну посмотрим по обстоятельствам, то надо будет кое-что, даже не кое-что, основное вывести. Так что встречаемся на озере. Что я вижу? Прямо возле шалаша плавают 2 утки. Хохлатая чернить, самец и самочка. Прямо рядом с шалашом. А мы без ружья. На 32-м у меня патроны закончились. Я это ружье оставил в избе. Чизетка у меня в палатке. Вон, взлетела одна. Самка взлетела. Скорее всего, это самка кряква была. Потому что шугливая. Как-то не в разнобой. Самка-то была точно кряковая. А хохлатая чернить, он даже не боится, плавает. Ее не смущает ни мой шалаш, ни лодка. О, поплыла к чучелам. Вон, самец хохлатой чернити. Он я в открытую иду, и он даже меня не боится. Видать, знает, что я без ружья. О, пошла. Пошла, родимая. Ну давай, погуляй, полетай и приезжай. Прилетай. Ну это уже хорошо. Я говорю, когда солнечная погода, даже днем бывает. Сейчас вот озеро еще чуть больше откроется. Этой хохлатой черники здесь будет десятками, а то и сотнями плавать. Ну, они все уже будут там на середине, из берега их будет не достать. Озеро, как и ожидалось, стало больше метров на 15. 20, наверное, даже прибавилось воды. Так что появилось место для новых сеток. Сейчас мы проверим сначала эти, тряханем. И потом, до того, как сесть в шалаш, добавим. Проверил все сетки. Все 4 сетки. Ни одной ничего нету. Дошел до нашей капроновой сетки. Подарок от Ирины. И вот тебе и метр высоты.
Мал золотник да дорог. Иринкина сетка опять поймала у нас щуку. Вот такая вот щучка. Только что взлетел отсюда чирок. Прятался до последнего. Видать, вот этой к пятнице подлетел. Прятался и взлетел. Если было бы с собой ружье, можно было бы... Ну, не нужно. Еще чирков мы в лед не стреляли. Пролетели над головой 2 лебедя на север. Так. Как-то надо аккуратно. Не ломаю хребет специально, чтобы домой рыба дошла в свежем виде. Распутываем так, как она запуталась. По крайней мере, утренние 2 щуки, то, что попались. 2 раза поменял в течение дня воду в ведре, и они доживут до сих пор. Идеально, конечно, было запустить их в садок, но садка это не привез. Так, где у нас там ведро? Ведерочка. 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 Кулик. Так. Полезай в кузовок. Только не хулигань. Опять всю ночь будешь пугать меня. Вот так вот. Работает капронка. Высотой меньше метра, наверное. Максимум метр. Мне кажется, даже и метра тут нету. А он хватает на мели. Зато уже не порвет никто. Специально поставил вот так вот вдоль болота, чтобы... Ну, чтобы вы поняли. Чтобы щука, когда пошла на болото нереститься, влетела в сетку. Когда караситы у нас пойдут, пару карасиков хотя бы. Погода устаканилась, я так думаю, должны же уже. Ну вот. Каждый раз за проверку было 2 щуки. Сейчас 1. Так, ну что, можно сюда короткую сеточку еще закинуть. И туда. В общем, 2 сетки можно... 2 сеточки можно добавить. Что мы сейчас и сделаем. Да, ща, подожди, не ругайся. Осталось еще 4 чучела поставить. Здесь вот у меня 3 хохлатые чернити. Одна из них решето. Лично сам бахнул, перепутал. Туда поставил 2 кряки. Селезень, уточка. А тут... Туда не буду ставить, потому что если туда подсядут, уже далеко. О, да подожди, скоро уже вот сюда сейчас поставлю. Сюда, ближе к шалашу, вот сюда. Еще 4 чучела. И будет шикарно. Были комментарии, почему я не использую чучела подсадную. Я всем говорил, писал, еще не время. Вот озеро растает побольше, когда будет простор, когда будет утки выбор садиться, вот тогда надо, чтобы утка, если села чуть подальше, она начала подплывать к этим чучелам. Смысл ставить чучела, когда всего небольшая лужица была. Вот сегодня утром отлично видели, как выглядели наши чучела, как фильм ужасов, замороженные. Они больше пугают, чем привлекают. Не знаю, это что за утка. Это типа... Ну, типа хохлатой чернити, но далеко, конечно, от идеала. Посмотрим. Хуже точно не будет. Вот это типа кряквы, наверное, что-то.
Но самое идеальное это вот эти пенопластовые чучела. Хохлатые черники, их лет 5 назад, наверное, покупал еще за 350 рублей, помню. Можно даже вот 3 штуки брать и ничего не добавлять. Так. 3 и 4. Так. Вот такой вот зоопарк у нас получился. Сейчас ближе сюда еще поставлю. Ближе к нашей подсадной. Подожди. Сейчас уберу. Не ругайся. Ругаются, понимаешь ли. Нервничает. Сейчас будешь ты мне крякать, блин. Ну вот. Кряк. Все. Все. Теперь лодку даже не будем к шалашу ставить. Мы хоть и маскируем ее, все равно выезжать мы на лодке никуда не будем. Сейчас лодку уберем подальше туда от выстрела. Куда ты плывешь? Куда плывешь? Крякай, хорошо крякай. Да, вот так и крякай. Чтобы приманивать. Получается у нас 4, 5, 6, 7, 8, 9 и подсадная 10. 10 штук. Ох, дадим мы жару сегодня. Лишь бы полетала. Ну, как бы позавчера утка начала лететь. Вчера она летела уже лучше. Сегодня было днем тепло. Плюс то, что пришли уже, плавало 2 утки. Это все идет к тому, что сегодня, по идее, утка лететь должна. Лично это мой прогноз. А как получится, мы это скоро увидим. Тут количество уток не самое важное. Важное меткий глаз, верная рука, меткий глаз. И, конечно же, очень много зависит от удачи. И от реакции тоже. Сейчас мы это посмотрим. Опа. Опачки. Бревно тут, что ли? Все. Берег. Сейчас мы убираем лодку туда, за наш мост. В ту сторону я стрелять точно не буду. И занимаем места. Пару слов из истории. Вон, как мы видим, вот, не знаю, вот это вот край. Вон, как мы видим, платформа, да? И вот платформа. Здесь заканчивается. Вот такой вот квадрат. Здесь болото. Вон, получается, метр на метр. Маленький плотик. Это мы лет 10 назад, наверное, с Ромкой построили. Сейчас поставлю фотографию, когда мы только-только построили этот плотик. Ромка с топором стоял, где-то поищу, вставлю. Вот я здесь тогда поставил этот плотик, и вокруг буквально штук 7-8 елочек, наверное, вот так вот поставил. И у меня получилось как одна большая новогодняя ель. И вот здесь я стрелял на озере уток, которая садилась. Здесь, вон, тоже отлично садится утка, когда вода большая. Ну и здесь, вот вокруг, круговая, тут тоже как бы место неплохое, потому что с шалаша, с палатки вот до сюда уже бывает местами далековато. А здесь и тоже нормальное, идеальное место. Но потом забросили, потому что тут кругом стала трясина, шаг лево, шаг право, очень опасно, и забросили. Зато теперь вот такая вот платформа, она лет 100, наверное, будет. Вот все шатается, мы прямо на трясине вот поставили ее, все ходуном ходит. А тут вот уже болотина. Вот несколько таких плотиков еще построить, и будет тропа. На следующий год у нас планы. Сейчас покажу. Тут-то еще вот так себе. Ну.
как бы трава гуляет, но слой уже толстый и как бы менее опасно. А там вот ближе к палатке опять уже слой травы, слой мха тонкий и тоже вот опасно. Здесь вот еще нормально. Так что там на будущий год надо будет привезти тоже немножко жердей и кинуть хотя бы так по 2-3 жердочки. Уже они потом утонут в траву, и по ним также будем переходить уже спокойно, не боясь провалиться в эту трясину. Вот здесь вот очень опасно тоже, как бы. Если палку пропихнуть, палка утонет. Как бы площадь подошвы сапога. Вон, видно, да, до колена? Площадь подошвы сапога чуть пошире и не проваливается. Но если провалится, мало не покажется. Вон, а здесь ближе к этому плоту уже более-менее. Так что план на будущий год. Здесь штук 7-8 жердей поставить, и будет шикарно. Ну все, 2 кряквы парочка, 3 хохлатые черники, 4 утки. Но они какие-то страшные, блин, эти утки кривобокие, высоко очень посадка. Не нравятся мне эти чучела, давно я покупал. Ну и вот живая подсадная. Все, заходим и ждем. 20:38. И мы готовы. Я говорю, с 9 даже, я так думаю, по прогнозу, первая утка прилетит где-то в 10. Так что мы на час пришли еще раньше. Ну, посмотрим. Если прилетит что-то, это будет хохлатая чернить. Они бывают и в 7 вечера, и в 6 вечера могут прилететь. Те могут вообще целый день лететь. Они непредсказуемы. А серая утка вся пойдет после 10. Грубо говоря, с 10:30 до часу. Ну, до 12:30. Все. Эти 2 часа. Сегодня у нас полный штиль. Ветра нет. Вот эта часть, где зарево, будет видно стрелять. А вот там, где тень от леса, от елок, и вот здесь, конечно же, если только же сразу только сели и по волне стрелять, то еще успеешь. Если чуть проморгал, все сливается, их не видно вообще. Потому что вон чучела на границе, вот их уже не видно. Если утка светлая, самец, и самца еще видно, а темную самку уже все нет. Вот по этой причине не ошибешься. Самцов стреляем, самок оставляем на развод. Тишина. Нигде никто не стреляет, никто нигде не ездит. Полный штиль. Красота, тепло, без ветра, без дождя, без снега. Наконец-то мы дождались хорошей погоды. Такое должно было быть, в принципе, в начале мая. Не как 19 число. 19 мая сегодня, да. День пионерии. Будьте готовы. Всегда готовы. Я тоже как-то был пионером. Даже старшим пионером назначили как-то. Значок какой-то дали. Мне кажется, это уже последние годы придумали звание старший пионер. Раньше такого не было. Но до комсомольца не хватило. Был в школе хулиганом. И в комсомол меня не приняли. Сказали, недостоин. Так что высшее звание старший пионер я не дослужился. Первый чирок. Улетел. Садился чирок первый. Я только посмотрел в его сторону.
меня срисовал. Вон, конечно, у меня камера светится. И он улетел. Я не знаю, что сделать, чтобы подсадная утопилась полностью. Вон только голова и спина торчит. Да, так ты много не накрякаешь. Надо как-то или заклеить это окошко. Фронтальная камера загорается и все видно. Или просто меня срисовало тут вот. Ну, светло еще по темноте может быть. Да и тишина. Так, посмотрим, во сколько сел первый чирок. 21:07. Начало есть. Так. Поддел чирок. И опять улетел. Очень хорошо видно вот это белое пятнышко. Так что съемку пока прекращаем. Второй раз уже садился чирок. Время 9:30. Сейчас начнется лед уток. Ну, ладно, попробуем еще раз, третий раз. Если вот летает. Если ничего не будет получаться, тогда покажем конечный результат. Так, подсел еще один чирок. Бляха. Не вижу. Не шевелится. Все, улетел. Ну вот. Сюда вот садился. Вон слышно, да? Третий чирок подряд. Ну не подряд, а садится. Пока включаю камеру. То есть если без камеры, я бы сразу навскидку мог бы шлепнуть. Включаю камеру. Пока включается. Отвлекаю внимание, я уж потом его не вижу, и он улетает. Так что момент охоты. Да и видимость уже скоро будет хреновенькая. Снимать не будем, потому что на улице полный штиль, и каждый шорох, свет этой камеры отражается. В общем, это все пугает уток. Будем стрелять навскидку. Утром покажем конечный результат. Сейчас здесь есть небольшой интернет, как раз отвечаю на комментарии. И доходит до смешного, сколько желчных зрителей, которые раньше даже никогда не писали, начали писать комментарии. Посмотрели ролик, где я добыл гуся. Вот ты нарушаешь правила охоты, охота с подхода весной запрещена. Я знал, я ждал такие комментарии. И, конечно же, им отвечаю. В этом фильме сам момент подхода показан не был. Я, конечно же, сидел в шалаше, скоротке. Там у меня на ручье построен шалаш. Я полдня караулил этого гуся. Естественно, с чучелами. Просто этого не показал. Сел гусь, я его добыл. Короче, все по правилам. Так что изливайте свою желчь дальше. Желчные
не подписчики, по-любому они не подписаны. Они просто смотрят канал, чтобы заметить что-то такое, чтобы можно было что-то такое написать, поязвить. Вот, коми рыбак такой, коми рыбак сякой, алкаш, выпивает туда-сюда. Да пишите что угодно. Каждый комментарий — это продвижение канала, это на ютубе. Почему вы не пишете на Дзене, я знаю, потому что на Дзене писать могут только подписчики. Как говорится, бумага стерпит. Продолжайте дальше умничать. И Бог вам судья. Все. Ну, а мы начинаем охоту, выключаем камеру. Утром покажем, что нам удалось добыть. До утра. Ну вот, как я вам и говорил, первая добытая утка — это 22 часа 25 минут. Грубо говоря, 10:30. Подсели двое, вроде бы широконоски. Начали подплывать к подсадной утке. Выбрал светлого самца. Выстрел. И он лежит, в общем, с полем, как говорится. Начало есть. Ждем дальше. Наша подсадная бедная испугалась от выстрела. Расплавались. Хоп-хоп. В общем, сначала по льду пробежал заяц. Потом лиса. Я замучился пугать уже. Сейчас вот норка сюда подплыла. Вторая, блин. Не знаю, как видно, но просто у меня и подсадная здесь, как бы, и добытые утки там. Потом на том берегу кто-то шевелится, я не понял. Или заяц, или что-то такое. Видно было, шевелился в кустах. В мире животных. Шевеление полное. Плавают по озеру. Норка прямо вот до сюда подошла. В 3 метрах я ее тоже испугал. Сюда шла она. Плыла, потом перешла. Не знаю, по траве вот туда вот убежала. Лишь бы нашу щуку не съела. Но в принципе в ведре она не должна. Было бы в пакете, наверное, бы точно бы утащила. В ведре не возьмет. Лишь бы лодку не прогрызла, если рыбой пахнет. В общем, шевеление везде и всюду. Прикольно было, как заяц по льду бегал. Шуганул он, в обратную сторону побежал. Потом лиса подбежала. А уток что-то не очень сегодня. Без 5:11. Не знаю, будет утка, не будет. Я так думаю, около 12 должна полетать. Расплавались тут, блин. Что-то андатра не видать. Ну, это, наверное, андатра была, вот, которая здесь еще плавала. Это норка, потому что длинная. Это, наверное, скорее всего, андатра. Как-то здесь даже бобр подплывал по темноте. Я вот так же где-то было, смотрю, плывет. Я думал, это подранок. Темнее было даже. С 5-го или с 4-го номера, не помню, уже выстрелил. Думал, что это утка, как будто мешок картошки бросили на воду. С таким всплеском, блин. Вот тогда я тоже испугался. Это что за волна? Или утка села? Или это андатра до сих пор плавает? Уже не видно. Вижу волна. Скорее всего, андатра плавает. Хотя нет, может быть и утка. Так, на всякий случай приготовим. Вот опять плывет. Это норка наша, наверное.
О. Вот она. Кш-кш-кш-кш-кш. Кш. Чем-то кинуть ее, блин. Гильзы пожертвую. Как метеор, блин. Расплавались они сегодня, блин. Пофиг. Смотри, блин. Будешь хулиганить, я тебя проучу. В смысле, андатру. Бобра бы я шлепнул без базара. Андатры пусть плавает, что. Неплохого ничего не сделали. Пробовали как-то. В принципе, есть можно, но это когда есть ничего. Что она туда-сюда ходит? Сначала туда переплыла, потом обратно. Смотри, у меня подсадной плывет, блин. Раз, утопилась. Если ты мою подсадную тронешь, блин, смотри у меня. Нет, пошла. Пошла опять на левый берег. Третий раз уж туда-сюда плавает. Что ищет? Что-то сегодня тихо, тишина. По сравнению с вчерашним днем утка вообще не летит. И нигде не стреляет. Ни на Печоре, нигде. Странно. Как-то вот так. Что-то не до конца передергивает. Еще +1. Блин, уплывает. Подранок. Ладно. Далеко, да и темно. Если не дойдет, утром доберем. С этой лужи никуда не денутся. Если, конечно, не серая утка. О, опять. Опять плывет тут. Норка или андатра, я не понимаю. Андатра, наверное. Расплавалась, блин. Не боится ведь, смотри, а. Сейчас сетку прямо. Нынык, тык. Пофиг, по сетке проплыла, даже не запуталась. Че она лазит? Еще раз проплывешь, точно, блин. Сделаем чекирбашка тебе, блин. Последнее китайское предупреждение. Нечего здесь плавать. О, подранок наш ко льду пошел. Надеюсь, зайдет. Вот еще +1. Че за кипиш? Ну все, походу доохотились. И запасного ружья нету, блин. Вот тебе и ЧЗ. Не стреляет, что-то сломалось. Ёшкин кот.
патрон не досылается и не стреляет. Купил, блин. Лучше МЦшки ничего нету, блин. Запасного ружья я не брал. Так что ли, как одностволку стрелять, блин. А что, он все равно сейчас не выстрелит. Ой. Пипец. Вот это я попал. Вот оно самое обидное. Сели утки, а мы не можем ничем выстрелить. Вот она плавает. Вот она улетела. Гребучий случай. Вот вторая. Вон две здоровенные утки крякают. Пипец, вот тебе и купил оружие, блин. Гребаный ЧЗ, блин. Будь он не ладен. Не охотилась мне МЦшкой, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. В общем, друзья, не знаю, что случилось у меня с оружием, но он передергивает затвор и не нажимается. Что-то здесь у нас случилось. А что хрен его знает. Разобрать я не могу. Все по-другому, не как на МЦ. Все-таки русское оружие лучше всего. Ну что, дождаться утра и ехать домой, что теперь? Вот это поворот. И в 32-м патроны кончились, так бы хоть с него пострелял. Вай-вай-вай-вай-вай. Беда. Еще две утки сели. Блядь, а мне стрелять нечем. Ёшкин кот. Вот они плавают. Отплывают. Вот это, блин. Это полная жопа. Ой, блин, что делать-то? Я уже в интернете набрал, блин. Затвор ЧЗ 712. Это у меня какой? ЧЗ 712. Сейчас попробуем погуглить в интернете. Связь-то еще здесь плохая. В общем, не бьет по ударнику курок. Еще сели двое. Ладно. Будем смотреть, учиться. Тем временем утки. Я лучше выключусь, у меня. Это самый худший день, блин. Ничего не получается, в общем. Попробуем вот так. Сейчас. Уже уток 10, наверное, садилось, пока я разбирал. Интернет ничего не может. Он не стреляет. Вот так не стреляет. Вот так не стреляет. Резко отпускаю, стреляет. В общем, будем пробовать так. Может, сделает выстрел, не знаю. Вон, видите, да? Он не стреляет, так стреляет. Ну, хоть как-то попробуем стрелять. Что теперь? Не домой же ехать. Ладно, все, пробуем. Что за ружье, блядь, стало, а? Теперь патрон не передернуло. В общем, выстрел получилось сделать. Но не нажимал, а нажал и резко отпустил. Тогда вот щелкнуло. Но не передернуло затвор. В общем, говно, а не ружье.
Это ЧЗ. Винтовка хорошая, мелкашка, да, бьет идеально. Это так себе бьет, и механизм говно, блин. Деньги на ветер. Говнище полное, блин. Чешские, блин. Лучше МЦшки ничего нету, блин. Наши советские пятизарядки лучшие, блин. Вот сегодня реально штук 10 уток уже профукал, блин. Нормально, да? Нажимаешь, не стреляет. Держишь и резко отпускаешь, оно потом выстрел. Ну, хоть одну утку сейчас взял. Попробуем. Хоть так, гили-голи, блин, стрелять будем. Подвело, конечно, мне сегодня ружье. Лучше бы про запас я хоть вертикалочку свою взял. Все-таки надо брать с собой 2 ружья. Про запас иметь одно точно надо. Особенно, когда дело идет с пятизарядками, с этими механизмами, блин. Лучше завтра выеду домой и привезу весь свой оружейный арсенал. Ну а что делать? Смотреть, как садятся утки, как налетают, и просто хлопать глазами, хлопай ресницами, улетай. Дурдом полный. Сейчас я даже не знаю, как оно будет стрелять. Не хочу проверять даже. Утка сядет, попробую нажать, резко отпустить. Он даже не передергивает. Обыдно, досадно. Да и болт с ним. Ой, хейтеры, наверное, как радуются. Смотрите, от счастья не лопните, блин. Вашими молитвами все это. Это широконоска слышно. Все, уже не темнеет. Белые ночи пошли практически. Через пару недель даже вот можно будет хоть посреди ночи книги читать. Ах. И бог с ним. Те утки. 2 черка. Пробуем. Ни хрена не работает. Не знаю, сейчас передернула, не передернула. Но это не стрельба. Естественно, я промазал, потому что я нажал, оно не выстрелило. Отпускаю, пошел выстрел. И я промазал. Потому что это не стрельба, это фигня полная получается, блин. Ой, бля. Поохотились. С вечерком по нотам прокачусь. Не понял. Он опять не передернуло. А, не дослала. Патрон теперь уже. Ага. Работает как одностволка теперь. В общем, выстрел не происходит. И патрон не подается сюда. То есть выстрел прошел,
А мозги у него... Короче, все нахрен. Завтра выезжаю домой и меняю оружие. Перевезу свою любимую МЦшку. Попрошу у нее прощения, то что поменял на эту импортную кралю, бля. И про запас перевезу еще 27-го ежа вертикалочку. 86-го со знаком качества. Все-таки старый друг лучше новых двух. Вот это я деньги на ветер выкинул. На это говнище полное, блин. Дома погуглю, попробую разобрать, посмотреть что да как. Дай бог, что получилось. Нет, так. Сдал к чертовой матери. Пошла автоматная стрельба теперь, блин. Еще хуже, блин. Подранился. Еще хуже, блин. Автомат пошел, блин. Тут сколько выстрелов-то? 2-3 было, блин. С такими дорогими патронами только автоматной очереди нам не хватало, блин. 2 выстрела получается. Теперь я боюсь. Вот, еще 2 утки. Ну, вроде получилось. Опять же не нажатие, а на разжатие. Остались 2. А тот подранок у нас что, улетел? Тот подранок у нас улетел, в которого задуплетили. Значит, был живой. Весело с таким ружьем охотиться. Ой, как весело. Это, наверное, хохлатая чернить, я так думаю. Ладно, утро покажет, что мы там настреляли из гили-голи оружия. Утки сели, но дальше туда. Видать, после берега открылась. Кусты. Ой, еще 2. Блин, мать. Ну как вот с таким ружьем охотиться, а? То стреляет при нажатии, то, блин, на отжатии. Я не знаю, что было. Бля, такое желание уебать ее, блин, все силы. Куда-нибудь об дерево, блин. Ну ладно, попробую разобрать и разобраться. А так это не стрельба. Он, во-первых, не прикладистый какой-то, блин. МЦшку берешь, мушку целик видишь. Здесь, чтобы мушку целить увидеть,
Надо голову аж в приклад вбить, блин. Вот это приклад мешает, блин. Скулы у меня большие и прямо аж... Я думал, с коллиматором нормально пойдет. Ни хрена. Ой, с коллиматором тоже не попадаю. Нахрен. Отремонтирую и продам, блин. К чертовой матери. Этот чизет. Нафиг. Падай. Упала. Опять не выстрелила. Зацепить-то зацепила. Горе ружье, блин. Ладно, может быть дойдет. А так стрелять далеко, метров 70, наверное. Просто трата патронов. Да и улететь может, а так потихоньку, если дробь попала куда, может быть дойдет. Утром посмотрим, видно будет. Что-то летит. В общем, утка-то есть, но опять не на нажатии курка, а на отжатии. Вообще не стреляет. Вообще перестала стрелять. И на отжатии, и не нажатии. Дошел. Стрелять не надо. Все, дострелялись опять. Гребаное оружие. Вот что творится, а? Вот. Это пи***. Не ружье, а говнище, блин. Ёшкин кот, блин, ну утки садятся, в ружье не стреляют. Вообще никак не стреляет уже. Ну хоть так стреляла, блин, на отжим. Но и так перестала стрелять. Все, ударно-спусковой механизм кончился.
Или что-то туда мусор попал, или что, хрен его знает, блин. Весело. Веселая сегодня у меня охота. Это пипец. Просто супер, блин. Столько уток профукал, блин. Вот так вот. Импортное оружие, блин. Сейчас ударник вон западает. Не держит. Ударник должен держаться тут. Он не держит. Раньше он тут застревал ударник. На отжатии он стрелял, а теперь все. Полный трындец, блин, этому ружью. Ай, самый неподходящий момент. Не могу навернуться под конец охоты. Запомните, друзья, этот день. Вернее, я его запомню. Никогда не забуду. Самый худший день за всю мою историю охоты. Я всегда боялся, думаю, вот, не дай бог закончатся патроны, когда утка пойдет и закончатся патроны. Поэтому всегда я закупаю патроны с запасом. Без 300 патронов я на охоту даже не выезжаю. У меня что было 300 патронов. Всегда боялся, что будет утка, я не смогу стрелять. Ну, оказывается, не только патроны надо брать запасом, оказывается, еще и надо брать запасное оружие. Есть 32-й калибр, закончились патроны там. То, что было, я вчера расстрелял. А мое новое ружье ЧЗ подвело меня в самый ответственный момент. В общем, утки садились и раз, и два, и заснял. Ну, грубо говоря, если бы нормальное оружие стреляло, я бы мог добыть еще штук десяток. Сначала она курок нажимаешь, не стреляет, отпускаешь, стреляла на отжим. Пару уток я еще добыл. Потом вот сюда вот 4 крупные утки садились, шелохвости или связи, я даже не понял. Я щелкал, щелкал, щелкал. Они улетели. Вон, Чирок, пожалуйста. Садится. Хотел сесть, но я тут на весь рост стою, уже разговариваю. Даже не сел. В общем, собираем манатки и выезжаем домой, чтобы сегодня заехать по новой, но уже с другим оружием. Привезу сюда МЦшку и привезу на всякий случай еще ИЖ-27. Оружия мне хватает. Не знаю, почему я не взял запасное оружие. Видать, понадеялся на новое. И вот так вот получилось. Утка есть, вот садится. О, улетела. Сейчас сядет. Вот если вот сейчас вот я сюда вот сяду, самый лед уток начался.
а я не могу стрелять. Я думаю, кто охотник, тот понимает мое состояние сейчас. Это трындец. Так что, чтобы не травить душу, не вижу смысла больше здесь сидеть. Тряхану сетки, посмотрю, может, что попалось. Собираем уток. Посмотрим, что мы успели добыть. И выезжаем домой. Настроение 0. С таким прекрасным настроением пришел сюда в шалаш. Так все хорошо начиналось. И так печально все заканчивается. Ну, от нуля-то, конечно, мы ушли. Я так думаю, штучки 3-4-то, наверное, добыли вот так. При сборе увидим. Еще 2 утки сели. Сегодня у нас спортивная охота получается. Сели, полюбовались. Сейчас смотрите, как они взлетят. О, взлетели. Есть такое понятие спортивная рыбалка, а у меня сегодня спортивная охота. Понаблюдал, как они сели. Типа выстрелил, пах-пах, спугнул, они улетели. Тарам-та-тарам-тарам-там-там-там. Я занимаюсь спортивной охотой. Да, надо было как фоторужье купить хоть, блин, пофоткать, блин, как шарик. И что здесь сидеть? Так, чашку чая. И надо валить. Начинает светать уже. А то у меня сердце не выдержит, если сейчас начнется лед уток. А мне стрелять их нечем. Да, пятница. Пятница. Уже не боится. Ку-ку, ку-ку. Кстати, да. Вон, еще 2 садились. Вон, еще 2 сели утки. Бах! Бах! Даже не взлетают. Бабах! О, взлетели. С дуплета взлетели. Просто так бах-бах даже не взлетают. Скажи, кому не поверят. Еще сзади летят 2 утки. Надо, кстати, не забыть потом сходить, посмотреть там. Может, дошла уточка у нас. Ну, вот и все. Отохотились на сегодня. Вон еще утки садятся. Видите, да, вон. Еще 2 черкава села. Сейчас улетят. Потому что я не спрятался, а весь рост стою, даже не боюсь. То есть они не боятся. Вон, застыли. Застыли, даже не шелохнуться. Слышат меня, что я разговариваю. Видят меня. И они даже не шевельнутся, даже головой не повернуть никуда. Сейчас вот они как вертолеты взлетят. А заметь, видно, да? Все, одна шевельнулась.
Пятница тоже засветилась, видит сородичей своих. Ну, даже не улетают. Закон подлости. Даже воздушка была бы, и то бы можно было шлепнуть. Сколько здесь? Метров 35-40, не больше. В сетку опять андатра попала, блин. Если сеть порвет. Достали уже. Ну, сидят, даже улетать не хотят. Как будто чувствуют, что у меня ружья нет. Ржут, наверное, надо мной. Горе-охотник думает, наверное. Да. Ну-ка. Свистеть-то не умею. Даже не улетают. Ну-ка так. Вон еще утка летит. Эти вообще смертники какие-то. Даже вот шумлю не улетают. Да кышки, что ли, блин, вон, улетели. Шевельнулся сам, видишь? От звука они не так боятся. А что шевельнулся, они уже заметили и улетели. Так что самое главное на охоте не шевелиться, не допускать лишних движений. Не, такая охота точно не для меня. Урок на будущее. Надо всегда носить с собой запасное оружие. Ладно бы не было. Есть полный сейф оружия. Купил говнище, блин. Что творится? Раз, два, три, четыре, пять. Связи. Две подлетали, сели, взлетели. Еще две сейчас за шалашом вот сидят. Еще 5 штук вот кругаля дают. Эх, ружье. Подвело. Так. Ну, пошли искать, короче. Возможно, утка дошла. Видел, что она сюда села. Возможно, она очухалась и ушла. Дробью-то ее зацепила, конечно. Там еще трясина, в самую трясину упала. Не упала, села. Глянем. Может быть, найдем. Может быть, не найдем. Но попытаться надо. Так, ну вот. Что мы нашли? А мы нашли перья от утки. То есть кто-то нашего подранка нашел раньше, чем мы. Но это не факт, что сегодняшний, это возможно вчерашний. Хотя перья сухие, не мокрые. Даже скелета не осталось. Раздербанили полностью. Вот так вот подранки. Вот оно озеро. Вот докуда долетело. А возможно и наш сегодняшний подранок сюда пришел. И какая-то норка почикала. Норка сегодня тоже плавала по озеру. Возможно и так. Вон там мой шалаш. Где-то фотография у меня была цветная. 2004 или 2005 год. Возле этого шалаша я сфотографировался. Вот тут вот мы сидели. Тут загородка была. Самое сухое место. Вот тут бревнышки, все. И так вот стреляли.
Вон такой шалашик. Пару елочек, березка. И добывали по 20 уток за утрянку. Да. Ну, что, подранка не нашли, зато нашли перышки. Поехали собирать своих уток, пока их никто не утащил. А то норка тоже плавать умеет. Она из озера этих уток пошлепает при желании. Кто-то ходил. Возможно, это медведь. Может быть, медведь эту утку съел. Вон следы чьи-то. Чьи-то следы. Ну его нафиг. Пошли отсюда от греха подальше. Ну да, вон чьи-то следы. Кто-то здесь ходил. Смотри, вон тепло, а все равно. Минус 1, минус 2. Лодка вся замерзла. Это я пока двигался, было тепло. Вон. Подранок. Ёшкин кот. Подранок, а нам добить даже нечем. Ох. Да. Ладно. Вечером добьем, если воронье не утащит. Только что налетели стая уток, где-то штук 6-8, наверное. Шилохвости вроде были. Естественно, я тут на резиновой лодке, они развернулись обратно. А уже вот так вот шли на посадку, растопырив лапы. Да, было бы ружье хорошее. Не сломалось бы, я бы сегодня пострелял, конечно. Так, я здесь не пойму. Что-то бультыхалось. Что-то, наверное, здесь есть. Так, давайте проплывем. О, бляха! Сука. Щука. Вот это я испугался. Щука. Вот она, щука здоровая. Я думаю, кто там бультыхается? Чуть не обкакался. Вот она, вот она. Вот она. Так, как-то ее сейчас надо взять, чтобы не ушла. Наша. Куда-то еще зацепилась, блин. Еле-еле держалась. Так, это у нас 35-очка получается. Не зачаилась. Зубами и усами вот зацепилась, а сама, я смотрю, она слабо держится. Ну вот. Новая сетка сработала. Поменял сюда. Поставил новую сетку. 35-ку. Думаю, может окунь. А то 50-ки, 40-ки стоят, тишина вообще. Думал, окушок хоть попадется несколько. Или карасики, может, что. А вон вместо окушка что попалось. Щука, да неплохая такая. С килограммчик, наверное. Вот Янскаден. Вчера вечером одна, сегодня одна. Уже двое. Он кряка шел на посадку. Видел меня. Передумал. Ищет жертву. Он крутит. Вот он, видно, да? О. Крякаш или шилохвость, я не понимаю. Что-то длинная шея, наверное, может и шилохвость. А так бы сидели в шалаше, он бы уже шлепнулся здесь к чучелам. Подранок. А мне даже добить нечем. Вот он. Вот она плывет. Надо загнать, может, сеть запутается. Подранок. Если сейчас нырнет, возможно, она может запутаться в сеть. О, нырнула. Было бы ружье, я бы сейчас забил его.
А так как я ее добью? Надо сейчас загнать ее в сеть. Если в сеть запутается, то есть шанс забрать ее. Там 2 сеточки стоит у меня. Да не беспокойся. Нет. Да нормально, нормально все. Нет, она куда-то. Вот она. Вот она. Да, без ружья я еще за подранками не... О, бульк. Без ружья еще за подранками не гонялся, блин. Подранок. Он сетку видит, наверное. Если бы сетку не видел, он бы запутался в нее. Тут у меня сколько? 2 сетки стоят тоже. Ну, куда пойдет? Влево, право, право, влево, назад, вперед. Все. Утонул. Утопился. Хохлатая черница — это тоже нырок хороший. Ну, если сильно лед не растает, он, в принципе, с этой местности никуда не уйдет. Он, наверное, уже там в обратную сторону выплыл. Было бы ружье, можно было, но видишь, долго над водой было. Было бы, да кабы. Ладно, пошли. Соберем урожай, посмотрим, что мы там настреляли. Хрен с ним, с этими подранками. Солнышко встает. День начинается опять, походу. Теплый будет, хороший солнечный день. Красота. Так, что у нас тут видно? Все видно. Вот самолет летит. Так, я вижу первую утку. Первая. Это хорошо еще, пока лед стоит здесь. А прикинь, если не было, пришлось бы мне по всему озеру искать их уже. Так. Перышки. И это у нас утка связь. Связь. О, красавец какой. О, какой красавец. О, крупный какой, хороший. Головка рыжая, перышки серые. Вот такая вот утка связь. Раз. Что у нас дальше? Приплыло. Это, походу, хохлатая чернить. Все верно. Хохлатая чернить. Вот такая вот хохлатая чернить. Что у нас еще? Это у нас, наверное, широконоска. Тоже вот такая вот красивая уточка. Широконосочка. Так, 3. Это у нас что? Это у нас тоже хохлатая чернить. Вот такая вот. 4. И там, походу, 5-й чирочек. Чирочек. Вкусненький чирочек. Ромка больше всех любит у меня чирка. В принципе, я тоже. Готовится быстро. Щипать легко. И на вкус самая вкусная утка — это чирок. Так, все. 5 уток. Сейчас пойдем еще вдоль берега там проплывем. Может, что-нибудь найдем
подранка какого еще. Навряд ли. Один там уплыл, вот тогда не добил, потому что далеко был. Этот, наверное, очухался. Я-то думал, дойдет. Все. 5 уток. А можно было с десяток точно шлепнуть. Как минимум. Сколько возможностей было. И сюда садились, и туда. Пока я тут щелкал кочергой этой иностранной, блин. Ладно, все. Будем проверять сетки. Если что-то поймаем, покажем. Одна щука за утро у нас уже есть. Одна щука за вечер, одна щука за утро. Раньше было по 2 щуки за проверку, сейчас по 1. Но еще у нас вот пару сеток есть. Может быть, что-нибудь еще там влетело. Так, друзья, у нас питерская сетка от Иринки Барановой принесла еще вот такую вот красавицу. Вон еще одна щука. Вечером сняли одну. И утром опять за ночь уже влетела. Так что не зря мы ее сюда закинули. Сеточка работает. Сеточка Энскадан работает. Сколько уже? 4 щуки поймала. Вроде бы, если мне память не изменяет. Ну что, нормально? Нормальные щуки, самый вкусный размер. Да, нормально все, я тебя не трогаю, не крякай там, бля. Так, сегодня утром 2, вчера 1. 3 щуки. И 2 у нас в ведре. Так что домой привезем 5 щучек. Отличная свежатинка. Вот такая вот красота. Где караси, блин? Кончились, что ли, а? Ждал карасей, а карасей нет. Ну, устаканилась погода, может быть, еще выйдут. Может, еще они не проснулись. Так, ну ладно. Оставляем вас до вечера. Ловите. Ловите зубастых щук. Да. Пятница. Да не трогаю я тебя, не трогаю. Ладно, все, друзья, поехали домой. Наступает новый день, встает солнышко. Вот такая вот красота. Время 3 часа. А мы выезжаем. Мы выезжаем домой, чтобы поменять оружие. Но мы еще сегодня постараемся вернуться. Если успею, смонтирую, загружу один ролик, хотя бы один. Нет, если нет, так будет небольшой перерыв. Но если я загрузил и перерыва не было, значит я успел. Значит, его вы уже посмотрели. Все, уезжаем. Такой вот, с одной стороны, прекрасный день был. Ну, нет, как говорится, в бочке с медом появилась ложка дегтя. Ну, ничего страшного. Это дело исправимо, потому что оружие у нас есть. Старый проверенный друг лучше новых 2, как говорится. Новые 2 подкачали. У одного закончились патроны, второй не захотел стрелять. Все, погнали. Всем, друзья, спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. А мы сюда уже приедем сегодня вечером.